Добрый день. Одна из актуальных тем сегодня в республике – это сложившаяся ситуация вокруг Якутской топливно-энергетической компании. И сегодня на эту тему мы говорим с главой Республики Саха-Якутия Егором Борисовым. Здравствуйте, Егор Афанасьевич. Здравствуйте. Ну, действительно, учитывая вообще уникальность нашего региона, особые климатические условия и довольно высокую зависимость от энергоресурсов, все то, что сейчас происходит в компании, конечно же, вызывает озабоченность населения. Тем более, что ЕТЭК – это единственный поставщик природного газа в центральные районы региона и в столицу республики. Скажите, пожалуйста, вот какая на сегодня ситуация в компании? Прежде всего, я хотел бы подчеркнуть и уточниться, потому что речь идет вокруг группы компании «Сумма», где идет уголовное преследование собственников. И именно речь идет о дочернем предприятии этой группы «Сумма», в зависимости, какие дальнейшие, будут приниматься решения по группе «Сумма». От этого будет зависеть и деятельность нашей компании Якутской топливно-энергетической ЕТЭК. Руководство республики, особенно и само население беспокоится, потому что мы все понимаем, что речь идет о жизнеобеспечивающем предприятии. Это 86% добычи газа в республике, или это 100% обеспечения центральной Якутии газом. Это город Якутск, это центральные районы, это и Великая группа районов. Поэтому всех волнует, как будет формироваться дальше события вокруг Суммы, в том числе непосредственно ЕТЭК. И что имеется в виду под этим для Якутии, потому что это частная компания, которая сегодня по существующему законодательству не имеет, скажем так, определенно жесткой системы контроля со стороны государства в рамках рыночных законов, в рамках тех антимонопольных требований, которые есть в Российской Федерации, они и действовали. Здесь я хотел бы подчеркнуть те проблемы, те риски, которые могут появиться, у нас в республике в связи с тем, что если управление со стороны Суммы этой компании в республике кажется, парализован. В этом случае мы понимаем, что насколько устойчивое финансовое состояние предприятия, насколько имеются долги, кредиторская задолженность, насколько активы сегодня, работают правильно, неправильно. Во всех этих вопросах нам необходимо разобраться. По рискам, если остановиться, то, конечно, прежде всего речь идет о том, что мы не знали, о том, что до определенного, мы всегда считали и считаем, и по закону они работали в режиме монополистов этой компании ЕТЭК и, соответственно, находились под, действием закона антимонопольный. И мы до 1 января 2018 года всегда согласовывали, или, вернее, решения принимались по этой компании на уровне антимонопольной службы Российской Федерации. И сегодня мы получаем информацию, что в этом вопросе могут возникнуть, тема о том, что они из реестра монополистов могут быть вычеркнуты. Это один риск. Второй риск. Мы пока точно не знаем, какая кредиторская задолженность есть у предприятия ЕТЭК. Это имеется в виду в текущем плане, в перспективном плане, сколько они долгов имеют, и во всех этих вопросах надо разобраться. Если они превышают какие-нибудь нормативы, то это будет очень сложно. Если они сохраняются в пределах допустимого экономическими законами нормативов, то это регулировать будет легче. Поэтому во всех этих вопросах надо разобраться. Поэтому мы эти вопросы все взяли под контроль. И я сразу после появления ситуации давал поручение правительству Республики Саха-Якутия
И, соответственно, мы сегодня должны заниматься с теми кредиторами, если они есть. Мы должны сегодня четко для себя представлять, с кем работать в этом случае на уровне собственников и на уровне совета директоров компании ТЭК. Вот все это в совокупности сегодня как бы уже находится под контролем республики. И моя задача сегодня заключается в том, что соответственно организовать тоже работу правительства, парламента республики, чтобы мы все это дело не упускали и вели, так скажем, работу по прослеживанию, по мониторингу ситуации для того, чтобы обеспечить предстоящую зиму устойчивым, скажем, газом центральной группы районов. Вы говорили прежде в нашем интервью о том, что создана вот совместная рабочая группа, да, по улаживанию этой ситуации. Вот об этом чуть подробнее, пожалуйста. Ну, наверное, речь пойдет о том, какие меры мы принимаем сейчас, Да. что происходит, чем занимается и правительство, и другие органы государственной власти республики. Чтобы всем было понятно, что и правительство, и парламент сегодня уже заинтересованно занимается с учетом наших разговоров. В частности, мы встречались, провели здесь рабочее совещание, это руководство парламента, председатель Литмен Александром Николаевичем Черковым и председателем правительства Евгением Алексеевичем Чекиным. И здесь мы определили, как мы должны совместно действовать с точки зрения нормативного обеспечения, с точки зрения общественного контроля, с точки зрения взаимодействия с теми или иными федеральными структурами или, скажем, кредиторами, которые имеются у компании ЕТЭК. Конечно, сегодня ответственность вокруг этого вопроса наши руководители министерства и ведомств, правительства, парламента хорошо понимают. Кроме того, я обратился к Дмитрию Анатольевичу Медведеву, потому что, во-первых, это речь идет о том, что здесь задействованы не предприятия по кредиторам, например, предприятия не республиканского уровня, а именно федерального уровня. Это речь идет о банках, ВТБ банк, Сбербанк и другие финансовые институты, и в каких объемах, что происходит. Поэтому Евгений Алексеевич Чекин было дано поручение встречаться с руководством этих финансово-кредитных учреждений, что он сделал, встречался с ними. Потом была встреча на уровне руководства Министерства энергетики Российской Федерации. И здесь тоже мы получили поддержку о том, что министерство будет по-всякому содействовать взаимодействии республики, скажем, с группой компаний «Сумма», где сегодня пришли, ну не скажем пришли, а работают уже другие люди с точки зрения управления. Далее мы сегодня все-таки для себя, чтобы было понятно, определили риски, какие могут появиться вокруг ЕТЭК. И чтобы эти риски были минимизированы, будет правительство тоже работать. Я попросил, чтобы правительство республики, парламент, насколько возможно, информировали население республики в этом плане. И на предстоящей сессии парламента республики Тюмень Евгений Алексеевич представит определенную информацию депутатам, чтобы мы обеспечили взаимодействие и депутатов, и правительства, поэтому будет создана совместная конкретная группа по данной тематике. Хотя сегодня по определенным вопросам уже рабочие группы при правительстве созданы. То есть это речь идет уже о той работе, которая ведется в целом. Поэтому мы понимаем серьезность этого положения, мы понимаем, что это речь идет о жизнеобеспечении в республике.
мы понимаем, что сегодня, если не принимать и какие-то превентивные меры, то могут появиться какие-то риски. Поэтому нам лучше заниматься заранее и видеть, что будет происходить, что будет твориться. И в связи с этим, конечно, придется очень много поработать. Вот такие меры принимаются. Я думаю, что время от времени более объективная информация со стороны руководства республики будет представляться народу Якутии. Ну и народ должен понимать, что все делается для того, чтобы ситуация эта разрешилась, и чтобы никак это не сказалось на жизнедеятельности региона. Конечно. Спасибо большое.